Согласно нововведению, меню учащихся начальных классов должно включать горячие блюда и горячий напиток не менее одного раза в день. Финансировать будут за счет ассигнований из федерального, региональных и местных бюджетов, а отвечать за обеспечение питанием должен будет учредитель школы. В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября этого года. А в остальных не позднее сентября 2023 года, поскольку в Ингушетии из функционирующих 125 школ только в 90 открыт собственный пищеблок. Вот и в Первой Икажевской школе вместо столовой буфет. Радует одно – пирожки тут готовят отменные, а значит, дети довольны. Нравится вам пирожки? Да. Часто их едите? Да. Пирожки очень вкусные. Мы ходим в буфет и каждый день их покупаем. Они очень вкусные. Заглянув в меню, выбирать особо не приходится. У нас нет условий, мы готовим пирожки детям с капустой, с картошкой. И чай, какао тоже готовим. Но одними пирожками сыт не будешь. Растущий организм требует и первое, и второе, все желательно бесплатно. Меню скромное, а большего условия просто не позволяют. Здание школы старое, всего здесь учатся 826 детей. Из них 383 – это младшеклассники. Еду пока покупают сами, а вот малоимущих пирожками угощают бесплатно. Буфет, в котором сейчас обедают дети – это бывший спортзал. Для того, чтобы, наверное, выполнить поручение президента о горячем питании с 1 сентября для начальной школы, мы, наверное, не в состоянии пока еще. Для этого нужно будет, наверное, и поработать и с оборудованием, и с посадочными местами. У нас нет обеденного зала, нет цехов для приготовления различных блюд. У нас нет складских помещений, чтобы хранить продукты. А мы сами знаем, что питание – это очень серьезно, очень ответственно, и тут должно быть все, соответственно, санпином. Если в случае с Первой Икажевской школой обещали построить на месте старой новое учреждение, то как быть учащимся других? Ведь закон об обеспечении школьников горячим питанием уже принят Госдумой и требует неукоснительного соблюдения. Только в этом году на эти цели в России планируется выделить 21 миллиард рублей. Задача, поставленная президентом, для Ингушетии в частности сложная, но вполне реализуемая. Масса вопросов, которые необходимы для организации системы питания. Но одна из важнейших проблем, которую нужно решить для обеспечения этого питания, это строительство школьного комбината питания. Вот если бы мы решили эту задачу, было бы легче обеспечить школы двухразовым горячим питанием. Руководители начальных классов в один голос твердят, что это станет серьезной помощью для родителей и опекунов, ведь в каждом классе есть сироты и полусироты. Это большая помощь, потому что у нас детей много. Например, многодетные семьи, у них 5 по 6 детей в доме. И все дети учатся в школах, да. И с 9 до 3, иногда до 4 бывают дети. Это очень важно, конечно, когда дети питаются бесплатно. С не меньшим восторгом эту новость встретили и безработные родители, ведь оплачивать обеды многодетным семьям приходится сразу за нескольких детей, что сильно бьет по семейному бюджету. Как многодетная мать, я считаю, что бесплатное питание для нас это очень важно и нужно. На софинансирование организации такого питания региональным бюджетом, где есть необходимость, могут предоставляться федеральные субсидии. Порядок и условия их распределения определит правительство. Инициатива, предложенная Владимиром Путиным, еще один пункт концепции сбережения нации, где на первое место ставится семейное благополучие. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.